Остановился, ребята, жду собаку. Едем в поход. Айда бежит где-то. Вон она. Отстала, блин, не хочет сесть. Атлан тут у меня. Ах, сиди. Нельзя. Он-то с удовольствием садится, и я на цепь посадил. Айда вон бежит. Давай загрузим Айду. Ну-ка, успокойте. Так, вон он. Айда, выйди. Выйди. И там Тулан еще стоит. Вон. Смотрит. Что стоим. Думаю, что стоим. Ладно, не будем мешкать. Сейчас надо ехать дальше. Кое-как загрузили Айду. Блин, летит в кабину, не хочет в кузов садиться. Так. Ну что, сегодня мы, ребята, едем в поход за вениками. И со мной едет Никита. Будет рыбалка. Все снасти с собой взяли. И посмотрим грибы, веники. Планов много. Посмотрим, что из этого получится. Надо ехать, пока дождей нету. Сейчас только что перестал. Шел дождь. Так, надо отпустить собак. Пусть они уже отсюда сами бегут. Тулан здесь. Сейчас отпустим. Пусть погуляют. Да, в этом году, конечно, дорога у нас не ахти. Все время дожди, тут дожди непрерывно. Вот эти, как сказать, осины медведь так валяет. Медведь, он так валяет и кончик осины есть. Ё-моё. Да, здесь медведи. Айда уже грязная, вот. Тулан чистый, обходит все лужи. Айда не пропускает ни одну лужу. Все время купается. Зайдем в тайгу, посмотрим. Грибы есть, нету. Первый выход обычно здесь бывает. Мона, давай, гуляйте. Комарье налетело, конечно. У кого какое наслаждение. Айда ни одной лужи не пропускает. Вот смотрите. Ну давай, ложись тоже, Тулан. Открой купальный сезон. Как поросенок Айда. Айда. Любит воду. И, между прочим, уйди. Когда они в будке, у Айды миска быстро, всегда пустая. А Тулан уже другой. Меньше пьет. Вот, меньше ему жидкости надо, чем Айде. Где-то прошли мы 100-150 метров по лесу. Ни одного гриба не нашли. Что-то выхода нету. Хотя в этом местности всегда начало сезона гриб выходит. Красноголовый возле дороги. Ладно, сейчас до речки поедем. Без остановки, наверное, и будем рыбачить, пробовать. Там можно тоже пройти, но думаю, бесполезно. Потому что ни поганок, ничего, еще выхода нету. Мона. Ребят, неожиданно на дорогу выскочил. Уйди, Тулан. Айда тоже летит. Вон он, гриб.
и уже гнилой. Всегда со мной спорят, почему я ногу не беру, а потому что они гнилые. Ой, уйди. Даже не буду на она. Ну вон они, гниль. Первый гриб по пути ехали, и вдруг неожиданно, спонтанно все получилось. Уйди, Тулан, уйди. Вам марш-бросок сегодня будет. Будете гулять, бегать. Все. Ну, видно, один. И то ладно, уйди. Все, давай, поехали дальше. Ох, какие. В кабину смотрят. Ай да хитрая. Чуть проморгаешь, сразу запрыгнет в кабину. Пусть побегают. Крепче будут спать. Ну, конечно, в этом году я не знаю, как на первую избу ездить, потому что очень много лужи, грязная дорога. Сейчас по лужам проехал, и что-то у меня на больших оборотах начала машина троить. Не знаю почему. Может, куда-то влага попала или что-то еще, какой-то датчик хочет отказать. Так. Тулан впереди, Айда сзади. Тут уже недалеко осталось до речки. Этот спуск. Тут еще ручей будет с озера, который вытекает в речку. Ну да. А вон там, смотрите, все перепахано. Это стопудов медведь, она там перепахала. Личинки ищет, вон. Кабанов здесь нету, только медведи. Кормится он там. Еле проехали, блин. Ух, как красиво, ребята, тут. Смотрите, лук такой. Все зелено. Машина ушла куда-то. Вот это Мишка тут поработал. Это следы медведя, вон как когти, все. Вырывает все тут. Силы, конечно, у них вон перетоптано. Следы вот. Как аккуратно все дерны выдергивал. Вот это да. Это уже следы кормежки медведя. Сейчас. И доехали уже до речки там. Вот она, речушка. Блин, вода, столько воды. Мощно прибывает вода. Как полноводье. Плещутся так, в принципе, мелочь. Уйди, грязный это. Кученый султан. Где бы остановиться? Или дальше чуть проехать? А? Сытя. Да, пошли. Самое сложное — это выбор места рыбалки. Тут, в принципе, тоже небольшой песок. Не такое большое течение, кустик. Можно, в принципе, здесь остановиться. Может, что-нибудь поймаем, мелочь какую-нибудь. А, Никита, эти места как?
Это ТНК? Вон, уже плещется рыба. Давай здесь остановимся и посидим, попробуем. Можно там дальше тоже плещется, вон как. Не крупные, но здесь вроде нормально. Все установили, уже поклевки пошли. Прикормили тут мы немножко. Установили одну удочку доночную. Я Никиту оставляю, а сам пойду веники собирать. Пока дождя нету, но хотя уже все, везде уже тучи собираются кругом. Очень много играет рыбы там. Мелочь, правда, но плещется. Ну, Айда пришла. Короче, я начал уже ломать веники. С этой березы немножко, с той березы. Но веники в этом году не очень такие и красивые. Бывает и намного лучше, потому что кончики листьев как-то желтоватые. Но все равно в бане, когда паришься, вкус такой получается от веников. Очень приятный запах. Запах бани не сравнить ни с чем. Вот ничего не осталось. Уже солнце спряталось. Солнце уже спряталось. Я здесь по пути буду оставлять и дальше идти собирать. Здесь такая куча. Еще где-то 3-4 таких охапки. И в принципе нам хватит. В семье у меня 4 человека. 4 человека. Ну и запас еще десяток можно. И все. Больше не надо. Тут тоже вон медведь пробу снял. С легкостью так выдергивает. Ну и силище у него. Там еще пройдемся. Далеко не отойду, потому что медведи бродят и Никите не по себе. Так что поблизости от машины поломаю. Вот тут тоже можно эту березу согнуть. Там, блин, опять дожди может начнутся. Когда веники под дождь попадают, это не очень хорошо. Это не очень хорошо. Для хранения вообще не годится. Если собрать на хранение на несколько, ну на зиму-то есть, не на несколько, а на зиму.
так потихоньку будем ломать. Конечно, снимать и работать неудобно. И многие сейчас тоже пишут в комментариях, почему собаки не беру на рыбалку. Вообще беда с ними. Айда не вылазит из воды мешается. Так что это первый и последний раз, наверное, думаю, когда на рыбалку с собаками пошел. Они неспокойные, потому что очень активные собаки. Поэтому мешаются. Гиперактивный тулан вообще не поседа. Вон он, косачек. Туланчик. Вон она, Айда. Айда грязная такая, блин. Грязнуля. Ладно. Сейчас я пока выключу, наверное, ребят, и нормально поработаю. В общем, пока дождь не начался. Соберу веники и вместе с Никитой порыбачим. Это в году видно и рябина будет в тайге. Так что корм для медведей, для охотников, для привады. Все будет. Черемуха также. Начинается дождь, я направляюсь к машине. Собрал вот такой пучок. И там еще возле машины все начинается, блин, опять дождик. Так, пошли. Идем наш рыбак. Привет рыбакам. Что это никогда? 5 штук. Плотва? Да. 5 штук плотвы попался. Лок показare кайлы. Опарышта бжептачой. Посидим в кабине, пока дождь идет. Фу, Господь. Ну ты смотри, настырная, блин, Айдана. Залазь. Ну он как полил. Очень-то щиптышь. Смотри, сколько комарья. Точно спираль надо было взять. В комментариях писали, почему не спираль не беру. А вот тоже сейчас забыл. Сейчас бы немножко выгнать можно было. Все, короче, вот такой поход. Быстро может все измениться погода. Жесть. Опять начал поливать. Вовремя дошли до машины. Поймал Никита 5 штук плотвы. Там у меня еще этот не ветель, а как же он называется-то? Набыл как-то и забыл. Коротенькое слово такое. Сейчас попьем чаек, наверное. Как думаешь? Нет. Миля? Нет. Ласка. Собакам хлеб дадим, тоже пусть покушают. Вон тулан. Айда сторожит. Нифига, там сидите. Там сидите. Тулан? Тулан! Улыбается. Ох, какой в кабину хочу. Ничего. Вам ванна тоже нужна. Ручьем течет. Пока дождь, ребята, мы решили попить чаек. Чай попьем с термоса. Хотели костер сделать, там туда-сюда, планов много было, но как мы видим, вон как погода испортилась. Чай льется, пропускает все. В походных условиях таких. Многие, наверное, сейчас жалеют, что собаки там под дождем. А жалеть не надо. Жалеть не надо, потому что дождь это норма. Что там пробило, там не понимаю. Я смотрю, что выливается. Так. Конфеты шоколадные. И еще вкуснятина. Хлеб с этим. С яйцом пожарил. С утра, перед тем, как уехать.
Вот, короче, такой хлеб, конфеты и чай. Вот такой быстрый ланч, скажем так, быстрый ланч делаем на природе, в кабине, с запахом веника в кабине. Но некоторые не боятся дождя. Это с Алексеевска. Там Егорка с внуком, наверное, едут. Угу. Понятно. Они далеко едут на рыбалку. Так, ребятушки, чай попили, солнце выглядывает, хотя дождь еще идет. Тула, хайда! Ну-ка, успокойте. Что за бардак? Чуть не укусят. Айда спрячет, может спрятать. Ох, она прячет уже. Где для тебя баранин? Тулан-то съест. Айда прячет. Тулан молодец. Айда, лох! Сейчас спрячет. Давай, на рыбалку не... А еще, Ян, кушаешь? Ну давай, ешь. Сейчас я тоже на поплавок попробую. Может, что-нибудь попадет и мне. Там еще у нас стоит самолов. Глянем. Вон, не съела, а спрятала. Блин. Что за привычка у нее такая? Пойдем на поиски. Пойда. Интересно, куда она спрятала? Куда она спряталась-то? Драться любите вы. Делите все время что-то. Короче, непонятно куда проморгал. Куда-то она спрятала. И фиг не найдешь. Так, Тулан ищет. Нашел, ну и пускай. Вот и молодец, Тулан. Вот и молодец. Нефиг оставлять, хлебом раскидываться. Пусть ест. Опять выглянуло солнце. Где-то минут 20, наверное, уже сидим. Я на поплавочную удочку рыбачу. Поймал 3 уклейки. Никита за это время поймал одну плотву. Уклейки я собакам даю. А плотву пока собираем. Да вряд ли на жаркое сегодня мы наберем вообще. Я не знаю, клёва нету. Собаки мешаются. Все время надо кричать на них. Айда не вылазит из воды. Ну, сейчас спустился мотоцикл. Видишь, планета она была. Ну, знакомый одноклассник даже за рулем был. Ну, вот. Опа, вот плотвичка. Экземплярчик такой. Вот крупнее этого не ловится. Не знаю по количеству сколько штук. Ну, десяток, наверное, еще не набрали. Там, смотрите, какая туча идет. Мощная. Это верша, она называется, верша. Это снасть, которая на ветель похожая. Так без крыльев. Проверили, там тоже тишина. Ни одна рыба туда не залезла. Вот мои бездельники. Это Айда, там Тулан. Тулан более-менее понимает, когда ты скажешь там, крикнешь на него, он уходит. А Айда потихоньку возвращается. Сантиметр за сантиметр смотришь, где-то в 3 метрах от тебя. Буквально там минута пройдет, смотришь, уже 2 метра от тебя. И так потихоньку добирается. И смотришь, опять рядом сидит. На рыбалку, конечно, собак нежелательно брать. Ну, только ради безопасности, скажем, сигнал дадут, если какой зверь будет подходить или еще. Опа. Ну,
на доночную снасть более-менее хоть мелочно ловится. Рыба видно на самом дне реки. Сейчас я еще вершу подниму, посмотрю там как. Нехитрая снасть, удобная, между прочим. Туда я закинул хлеб. И кроме хлеба там ничего нету, как я смотрю. Вот так. Крошки хлеба там. С двух сторон там входное отверстие. Вот так закидываешь. Оно на дно ровно садится. Горизонтально. И, как сказать, если рыба активно ходит, в принципе, он должна попадаться. Ну-ка, уйди. Конец. Потом привязывай, блядь. Этот молодой меня чуть не цапнул. Чуть не цапнул? Да? Он может. И от него можно все ожидать. Ты откуда и куда? А я сюда, вот, веники наломал. Грибы? Я не смотрел. Почему? Дыш. Дыш. Ты рассвистел. Вообще не клюет. Мы уже тоже удочки замотаем и домой. Я завтра приеду. Медведя не боишься? Кругом О, следы. там вообще кому-то Васька говорит, там это, На, лук, да. Там, говорит, хоть это... перепахано все, хоть, да? да, хоть Сажай картошку. картошку сажаем. Ну да. Там тоже были следы. Да, возле дома тоже ходил. А у тебя где собака? У меня дома. Да, и вперед приезжал, так не стал. Завтра возьму, завтра. Понятно. Веники тоже набрал. Ой, велики плохие еще идут. Сей год, да, желтые как это и... Желтые, да, эти гусеницы светили много. И макушки вообще лучшие. Ну, хватит тебе. Я не парюсь, за мне без разницы. Ну, первое, это традиция сегодня париться и все. Так бы, может, и остался, да. Надо ехать, до бани. Ладно, мы сейчас тоже соберемся и поедем. Потому что вон тучи уже опять собираются. Кругом тучи. Одна пройдет, дождик пройдет, другая следует. А это что за электричество у тебя тут? Это просто провод. Ничего ты. Я думал, блин, ток работает. Ну все, дугды. Вот, блин, это сцепление, блин. Чего сцепление? А, пружину ослабла, надо усиливать пружину. Ай, да, монцетей. Так. Проводили знакомый наш. Чайку, кому я отдал, вот черного щенка, вот хозяин был. Чайка говорит дома. И в следующий раз, говорит, вместе поедем. Ну все, Никита, наверное, будем собираться. Вот такая рыбалочка у нас. Немножко порыбачили. В общей сложности, наверное, 1,5 часа получилось рыбалки. Чисто рыбалки. А это вон опять купается. Сейчас соберем все снасти. Также верша, вот это вершу. Купается. Она довольна. Тулан не хочет. Так. Прикормка сегодня у нас обычно каша. С магазинской прикормкой. Фу, спать. И сейчас еще покажу наш улов. Так. Наш улов, это улов у Никиты. Вон такие плотвишки.
Штук 10, нет, 3. Так, подожди, блин, резвятся они так. 3, где-то 8 штук, наверное. В общей сложности вот такой. Мелкие, конечно, правда. А клюет, Мийка, мощно клюет. Чуть не проживали. Очередная плотва. Вон, смотрите. Хайде. Больше никак. Надо срочно на Печору ехать. К братьям Приходько. У них я сейчас смотрел, как там они рыбачили. Мне так понравилось, конечно, как плотву они дергали. Вообще жесть. Мощная рыбалка у них. Че? Так. Ну, у нас вот такие ребята. Крупнее не получается. Хотя стараемся как можем. Разными снастями рыбачить. Доночная и поплавочная снасть. Ты надлёгка сенгартчема. Путатчема, наверное, с этими. Все. Ща пока. Да, запуталась. Запуталась там конец удочки. Все, короче, закончим рыбалку, мы поедем. Хайде, И по пути еще соберем веник и может еще бересту наберем немножко хотя бы. Остановились еще, собираю еще немножко хоть веники и смотрите, ну, выборочно надо искать. Очень много испорченных листьев в этом году. Вот. Очень трудно найти нормальное дерево, где вот где можно набрать. В общем, веник. Да и после дождя, блин, все капает. Да и не принято после дождя, в общем, собирать. Потому что не хочется уже повторяться, но хранить веник после дождя очень трудно. Ну, листья будут выпадать. Неудобное для меня место осталось. И там прошелся, вон как желтое все тоже. Не желтое, а красное листья. Комарье достали уже. Вот такой маленький береза и более-менее десяток. Пару штук-то есть. Отсюда пару штук. С другого дерева. И так набирается. В прошлом году нормальные веники были, очень красивые. В этом году весной погоды не было. Из-за этого такая хрень получается. Вон туланчик. Вы меня никогда. Хулиганит, да. Ладно, вот еще один веник. В принципе, хватит нам 4 штуки. 4 штуки набрали, может больше даже получится. В кузов пока сажать их не буду. Так, вершу я тоже поднял. Все, едем дальше. Ну, останавливались по пути, где медведи откопались я. Именно на том же месте. Сейчас еще эти кустики еще пройду. Самое интересное, как они вот сняли вот дерны. Интересно. Да. Сейчас еще тут поломаю немножко. Последняя остановка, ребята, это похода. Собаки догоняют нас. Больше никуда не будем останавливаться. И бересту не будем собирать. Я еле-еле завел машину. Я не знаю, что случилось с машиной. Действительно, может, куда-то вода попала. Фиг знает. Молодец. Все. Обе собаки на месте. Когда поднимались, Айда неохотно садилась, а сейчас села.
Ну это нормально. Так, надо Тулана на цепь посадить, потому что на месте он может выпрыгнуть и убежать. А этот-то никуда не убежит. Смотрите, сколько комаров. Никакого удовольствия от таких походов с такими комарами, блин. Сотни тысяч их штук. Все, сейчас поедем. В общем, больше останавливаться не буду, как и говорил. Спасибо всем, кто досмотрел этот фильм очередной про наш поход. Рыбалка, конечно, неудачная, но веник собрали сегодня. Будет баня с новым веником по традиции. И бересту будем собрать в другой раз. Все, заканчиваем. Сегодня был со мной Никита. Вот, Тулан подошел. Сейчас надо на цепь посадить. Сейчас. Все, Тулан на цепи. Самое главное. Они устали немножко, подустали даже. Набегали. Айда накупалась. Дорога не очень хорошая. Ехать. Я не знаю, почему машина, блин, так плохо завелась. Какой-то. Ну, игна никто. Какой-то датчик, наверное, мозги пудрит. Все, ребят, пока и до новых встреч.